созданы в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, мы начинаем разворот на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня вас приветствует Денис Ганиев, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Доброе утро. Напомним сразу вам наш номер для смс-сообщений и сообщений в Телеграме, куда вы можете присылать свои вопросы, пожелания и любые реплики по ходу нашего эфира. +7 927 304 1051. Отправляя сообщение, пожалуйста, не забывайте подписываться. А также смотрите прямую трансляцию нашего эфира в Фейсбуке и на Ютубе, которая, как всегда, уже запущена. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, участвуйте в дискуссиях. Чем вас больше, тем нам приятнее. Но тем более темы сегодня, которые будем рассматривать, будут очень интересные, замечательные. Темы интересные, актуальные. Проанонсируем, да, почитаем прессу. У нас сегодня несколько сразу сайтов, лишь бы все успеть. Послушаем фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым, в гостях которого вчера был политолог Владимир Савичев. Подводили итоги первых 6 месяцев работы Радия Хабирова. Поголосуем на эту тему, устроим мини-выборы. Послушаем новости в середине часа, а во второй части поговорим о финансовых пирамидах по следам истории с вот этой компанией «Инвест Соцвклад». Представитель Центрального банка ответит на ваши вопросы. Было много обращений со стороны радиослушателей, чтобы мы эту тему обсудили, и вот мы идем навстречу всем нашим верным поклонникам, не побоюсь этого как слова. Мы всегда это, собственно, и делаем, друзья, так что будьте рядышком. Поэтому оставайтесь с нами, не уходите, мы начнем обзор прессы. Ну и прежде чем почитаем новости, заходите на наш YouTube-канал, заходите на наши странички в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь, как это модно сейчас говорить. Ну а теперь о серьезном, друзья, давайте почитаем. Итак, на сайте телеканалов «Вся Уфа» опубликован эксклюзивный видеоматериал о том, что в Уфе произошла авария с участием 3 автомобилей. Около 12 ночи в районе Сипайлова произошло. Виновник ДТП — несовершеннолетний мальчик. И там прям есть, вот, заходите посмотреть. Видео. Без прав. Да, конечно же, без прав. Более того, крики душераздирающие: «Я с вами никуда не поеду», «Вы меня вернете в детдом». То есть, насколько я понял, ребенок был у опекунов, находился, да, и вот, ну, то есть он находится под опекой, если я правильно все понял из этого сюжета, и угнал чужой автомобиль. Говорят, что был в состоянии алкогольного опьянения, попал в аварию, и вот когда его сотрудники правоохранительных органов пытались извлечь из автомобиля, он там, ну, скандалил, ругался, и самой главной фразой, вот, которая меня прям до глубин души: «Вы меня вернете в детдом, вы меня вернете в детдом, я не хочу». В общем, это страшная история, и вот страшно, что так происходит. Дети, которые и так остались, да, без родителей, ну, или по каким-то причинам родители лишили прав, а они вот... С одной стороны, да, вроде ситуации. как человек, ну, нашел семью, да, судя по тому, что ты рассказываешь. С другой стороны, ведет себя таким образом, чтобы и провоцирует, да, органы опеки для того, чтобы они его вернули. Хотя, будет ли это поводом вернуть? Нет, наверное, да? Нет, он, наоборот, не хочет. Понятно, что он не хочет. Я имею в виду для органов опеки. Это не будет поводом разбирательства, там, я не знаю, санкций в отношении опекунов, но не санкции относительно него, поскольку он несовершеннолетен. Ну да, страшный видеосюжет. Посмотрите, вот просто, ну, до глубины души. Ну, относительно близкая тема, относительно, опять же, да, касательно транспорта. Ради Хабиров обрушил критику на транспортный блок в Уфе. Это аномалия. Так озаглавлен материал на страницах Медиакор-сети. Речь о том, что 15 апреля на оперативном совещании в правительстве Ради Хабиров негативно отозвался о деятельности транспортного блока Кабинета министров и администрации Уфы. Поводом для этого стало число обращений, поступивших за минувшие полгода в систему «Инцидент». Львиная доля из 975 обращений касается Уфы. Это 410 обращений, и Уфимского района 57 обращений. Я считаю, что это аномалия. На данный момент мои поручения в части обеспечения транспортного порядка не выполняются. Блок, который занимается транспортным обеспечением, не до конца слышит мои поручения. Я этим возмущен, заявил Ради Хабиров. Вопрос транспортного обеспечения — это главнейший вопрос. Почему до сих пор идут жалобы по поводу того, что не хватает маршрутов? Почему мы не можем решить простую проблему хотя бы в Уфе? Транспортный блок в Уфе не дорабатывает. Он дал указание вынести данный вопрос на обсуждение на отдельное совещание в правительстве республики. Ну, на мой взгляд... Ну, справедливо, все справедливо. Справедливо, только, наверное, ну, и раньше можно было сделать соответствующие выводы. Единственное, что мне нравится вот формулировка, в которой он обращается, он так всегда прямо, и, знаешь, это вот не
Ну, такой как будто даже не рабочий язык, а такой вот жизненный, да? Что, Ну, это да, это тема прям постоянных наших обсуждений с нашими гостями и экспертами, да. Как вам стиль Радия Хабирова, мы спрашиваем Мне наших нравится. гостей. Мнения тут разделились, но, в общем, это лишь может бы нравиться. работало, лишь бы Да, работало. главное, лишь бы Нам-то- работало. да. Нравится, не нравится, это вопрос такой вкусовой, как говорится. Ну и еще вот короткий про всю Уфу. В инстаграм-канале телеканала есть эксклюзивный материал о том, как вчера вечером на игровой площадке на территории жилого дома мужчина, нетрезво это видно, запись прямо с регистратора, эксклюзивный материальчик, достает пистолет. Так. Пистолет, просто пистолет. Я не знаю, это травмат был Или огнестрел, боевой, мы да, не знаем. не Ага. видно, да. Ну, то есть, в смысле, непонятно по картинке. И просто делает 2 выстрела в воздух. Рядом бегают дети, которые, там прям видно, девчонка или мальчишка там испугался, стоит девушка, которая не понимает, что происходит. Просто 2 выстрела в воздух и уходит. Но пишут они, что гильзы изъяты. Если гильзы, это что, боевой, значит? Не факт, нет гильзы. У любого то есть, патрона должны да, быть но гильзы. я как бы не особый специалист. Вот, посмотрите, загляните, прям видео, вот, лайв, живье. Это дискуссия о том, насколько вообще уместно, да, подумать о том, чтобы разрешить огнестрельное Ну, это оружие. свободное кошмар в нашей какой-то. стране. Просто там ребятенок, он прям вот перепугался. Ну. Вот. Ну что, еще одна новость про то, как уфимцы выбирают название новому спортивному комплексу. Ну, это меня умиляет. Прям на улице Камышлинской. Это тоже вся Уфа. Кстати, ну, много материалов было в сети. Я вот, раз уж там был, оттуда забрал. Значит, смотрите. Открывается комплекс в июне 2019 года, за месяц до Международных детских летних игр. Ну вот, Руслан, объясните мне, человеку недалекому в этой сфере, вот зачем предлагать голосовать? И смотри, какие версии есть. Ну, играть в демократию, наверное, интересно. Башкортостан. Именно играть. Есть версия Башкортостан. Есть версия Урал-Батыр. Есть версия территория спорта, Иремель и Камышлы. Ну вот, ну не знаю. Ты знаешь, тем временем я решил поискать, где улица Камышлинская находится. да? Хоть убей, я просто не помню. Но это где-то, по-моему, далеко не в центре, если я ничего не путаю. Так это в Забелье, получается, вот в сторону Затона, Да, на да, том да, берегу, да, Белой, да. через, от Нижегородки, скажем так. Должно быть там, да, все. Не знаю. Кто лидирует? Пока непонятно. Айдар Галимов, наш замечательный артист, он высказывает, все названия хорошие, на территории спорта все в комплексе отражает. Но это ты понимаешь, что из 5 вариантов сказали. Айдар Ганич. Ну вот, что вам, да? А Максим Чудов, он, значит, за Урал-Батыр из этих. Но мне кажется, это... Ну что это? Ой, я согласен с тем, что это не принципиально, да? Важнее сам комплекс, важнее количество этих комплексов, их работоспособность, чтобы они были открыты, доступны людям, в конце концов. А назвать? Слушайте, ну подождите, Иремель есть? Ну есть же уже, да? Есть. Ну как вот, куда еще? Территория спорта, есть, ну рядышком вот территория там 3000 спортивный комплекс, есть такое, да? Значит, что, Камышлы, ну, Камышлы это типа по улице, да, по району, Башкортостан, ну как, ну что это прям супер какой-то комплекс, что назвать его Башкортостан? Назовешь Башкортостан или Салават Юлаев и не ошибешься. Я имею в виду вот по поводу названия в нашей республике. Принято. Ладно. В общем, голосуйте, ребят, заходите, голосуйте и выбирайте. Выбирайте, да, кому это важно. Штаб Алексея Навального в Уфе выпустил сюжет о ситуации в пожарной охране Уфы. Материал об этом есть на портале Башмедиа. Значит, речь о чем? Очередной видеоролик подготовили активисты штаба Навального. И, значит, речь о том, что, значит, тут есть интервью бывшего работника управления пожарной охраны Рустема Биглова, который работал в системе, значит, с 14 по 19 годы. Что важно, по словам господина Биглова, в управлении процветает кумовство. Пожарные вынуждены отдавать часть заработка начальству и бесплатно работать на строительстве объектов на территории части. Никого не волновало, в каком ты состоянии едешь на пожар, ты едешь и тушишь. Если приезжаешь в пожарную часть днем, переодеваешься и идешь на стройку. Трудно было найти работу, я не возмущался, говорит пожарный бывший. Работа пожарных на стройке негативно сказывается на работе по тушению. Пожарные на стройке целый день. Такая ситуация и в других частях. Время, которое пожарные тратят на то, чтобы добежать до части и переодеться, негативно влияет на тушение, рассказал Рустем Биглов.
И он также напомнил, что на митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года был задействован агитационный автобус пожарной охраны, который заглушал речевки митингующих музыкой. И вот здесь фотографии приводятся вот этого автобуса красного цвета, который рядом с митингом также присутствовал. Но пока материал есть на Башмедиа, ну, я думаю, на нашем сайте мы его тоже опубликуем в ближайшее время. Ну, чтобы вы понимали, в рабочее время людей дергали на какие-то объекты, и они там что-то бесплатно абсолютно Бесплатно, строили. я так понимаю, по воле и указанию начальства, да, выполняли их. Ну, версия одного человека, вот интересно было бы собрать мнение, Да, да, хотя да, я на самом деле не удивлюсь. Ну, мне кажется, что ну, о таких всё вещах возможно. в рядах вооруженных сил, например, да, мы часто слышали, в рядах, я не И знаю, про МВД даже. Ну, вот Покраску травы. например, да. Вот, а тут Да. пожарная часть, в общем, не часто оказывается в информационном поле, и вот тут такое расследование. Ну что ж, как говорят Алексей Венедиктов, будем наблюдать. Будем наблюдать, но у меня вот новость, которая полезна, я думаю, всем жителям нашей республики. Почему? Башинформ публикует материал, что жителей Уфы напугала фотография с облепившими обувь клещами в городском парке. Не знаю, приходило ли вам, уважаемые коллеги, я от нескольких людей Ботинок получил с клещами. кроссовок, на котором куча клещей. 10, я посчитал. 10 даже? Ага. И там везде пишут разный город. То есть мне пришло Нефтекамск, Уфа, парк Якутова, Уфа... Парк Гафури. Парк Гафури было, да? Вот, потом, значит, был Белорецк и так далее. Друзья, это вот обычные вбросы, и непонятно, где сделана фотография на самом деле, но это не отменяет факта, что энцефалитные клещи пошли, поэтому соблюдайте технику безопасности, будьте осторожны. Ну, я как бы лично уже парочку-троечку с одеждой в этом году снял. С одеждой, да, Серьезно? и обнаружил в машине одного, который полз по панели приборов. Ну, потому что я выезжал... ты был где-то за да, городом. Да, выходные, вот когда теплая погода, в субботу их было действительно большое количество. Будьте осторожны и внимательны. Да, ну как бы не поддавайтесь панике. Вот главный месседж этой новости. А в парке это или не в парке? Но я так понимаю, уже информация и до парков, до администрации дошла. Обработка наверняка. Да, наверняка и проверят, и обработают. Поэтому, ну, в любом случае, быть внимательными, да, и бдительными в этой ситуации не мешает. Так, ну, что могу сказать еще? Вот «Реальное время» портал публикует, ну, наверное, некий позитив, да. У нас, оказывается, ожидается до конца года построить более 40 детских садов для детей младше 3 лет. Прямо вот так вот. Это цифры какие-то прекрасно. невообразимые. В рамках нацпроекта «Демография» в Башкирии до конца 2020 года собираются построить более 40 детских садов на 6909 мест для детей до 3 лет. Источник информации ТАСС. На эти цели будет выделено более 4,5 миллиардов рублей. В Минобразовании республики отмечают, что к 2021 году в регионе планируют достичь 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 лет. Вот такая вот у нас. Ну, славненько, пусть так будет. Главное, чтобы успели и сделали. Вот. И А по цифры не поводу остались того, только как цифрами. оценивают вот эти вот успехи или неуспехи наши слушатели, мы чуть позже проголосуем, но до этого послушаем фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. В гостях коллеги нашего вчера был политолог Владимир Савичев, который также делился своим мнением по поводу первых 6 месяцев работы Радия Хабирова. Что особо запомнилось вам за последние полгода с момента, как 11 октября республику возглавил в Рио главы Ради Хабиров? Предлагаю вам самому обозначить те рэперные моменты, которые, на ваш взгляд, получили особый резонанс в обществе. Резонанс в обществе или те моменты, которые сущностные с точки зрения формирования политической системы? Как вам угодно. Первое, самое главное, это то, что Ради Хабиров выиграл внутреннюю конкуренцию за право быть назначенным Рио главы. Это изменение в правительстве, прежде всего. Это его призыв к консолидации, к тому, что он прекращает активные публичные конфликты в элитном пространстве. Я помню фразы «У нас не будет ни рахимовских, ни сарабаевских, ни хамитовских». Это было продемонстрировано на его послании. Само послание было нестандартным, отличалось от того, что у нас было до сих пор. И еще один момент, который у нас прошел совершенно незаметно, то, что он заново подписал стратегию 2030, очень сырую, очень не готовую к реализации. И назначение главы Уфы, потому что это очень показательная вещь. Это не просто столица, это территория, самочувствие, на которой зависит во многом отношение общества к власти. Когда мы говорим о том, что у нас власть базируется на электорате сельской глубинки, это до сих пор так, то мы не должны сбрасывать со счетов и то, что та картинка поддержки власти, которая есть, она все-таки формируется по столице.
точно так же Москва для федерального центра, точно так же Казань для Татарстана. И вот из последних событий это его выступление на совещании в Москве, Минэкономразвития, где были высказаны моменты, которые не совсем, так скажем, дорешены и согласованы, и это ставит его в очень сложную позицию по отношению к достаточно крупным игрокам в экономическом, политическом пространстве, особенно учитывая то, что сейчас в такой активной фазе борьба за то, кто будет у вершин власти после 2024 года. Здесь надо быть очень-очень осторожным во всех этих вещах, потому что любой политический процесс в любом регионе рассматривается через призму 2024. Смена власти в наибольшей степени интересует ключевые политические структуры страны, и если кто-то пытается это игнорировать, то значит он не видит своего будущего после 2024 года. Я сознательно не рассматриваю отдельные элементы, которые у нас очень активно пиарились, типа транспортных проблем, подъездов и так далее, поскольку это моменты, которые, так скажем, больше для разговоров, чем для укрепления властно-субъектных отношений. Для себя попытался хронологически тоже представить рэперные вот эти события. Я исходил из понимания обывателя. Первым пунктом я поставил борьбу с Техасом на улицах Уфы. Начало руления республикой. Потом разборки в системе здравоохранения. Вот то, что вы говорили, ротация изменений в правительстве. Потом я, естественно, для себя отметил вот ЖКХ, вот эти вот качели, благоустройство подъездов, борьба с ямами сегодня. У вас другое видение. Социология показывает, что людей в первую очередь интересуют их доходы. Принимается. Он складывается не из того, сколько ям будет, хотя дороги людей тоже интересуют, потому что у нас сегодня очень мобильное общество, но людей больше всего интересует их собственный доход. А вот эти доходы, они могут быть увеличены только если будет качественно изменена сама модель экономики. То, о чем говорится о прорыве. Вот это, безусловно, более сущностный момент, чем покраска подъезда. Хорошо, вот, а почему за последние полгода мы не видели вот такой серьезной экономической аналитики, СМИ, с высоких трибун? Нету людей, экспертов, которые могли бы? Вот до этого 8 лет у нас в республике была интересная имитация деятельности, а не достижение конечного результата. Поэтому... Вы напрочь отвергаете, говорите, полностью имитация? Или что-то было все-таки? Ну, давайте посмотрим, какое действие было доведено до конца. Работа для людей. То есть работать для людей можно бесконечно. Какой конкретный результат мы должны получить? Что человек должен почувствовать, чтобы он сказал: да, для меня сработали? Не нужны были люди, которые достигают конечного результата. Нужны были люди, которые показывают очень хорошую имитацию процесса. Вы просто спрашиваете, а где эти люди? Вот в течение 8 лет в республике эти люди были не нужны. Откуда они появятся? Руководитель еще не вполне вошел в курс дела, как это все работает на местах, как это все движется, а уже есть большие ожидания, которых, так скажем, нагнали. И в результате люди сначала, конечно, ведутся за этими ожиданиями, потому что всем хочется жить хорошо и сегодня. И когда эти ожидания не выполняются на практике, начинается разочарование. Не надо нагнетать вот этих ожиданий. Их нагнетают или они сами нагнетаются естественным путем? Нагнетают. Кто? Потому что люди, которые делают пиар-компанию в главе. Вы, как политолог, не совсем одобряете пиар-технологии, которые сегодня применяют люди. Это же повторение того, что уже было в 2010 году. Понятно. Ожидания позитивные преобладают у людей, и вот те действия, которые делают в Рио, они воспринимаются позитивно, что да, надо наводить порядок. Вот здесь единственная ошибка: люди хотят не сильного человека, люди хотят победителя, люди хотят человека, который умеет решать проблемы. Вот сила в том, что ты умеешь решать проблемы. Не в том, что там кулаком по столу или еще что-то, а в том, что ты сказал: вот эту задачу мы решим к такому-то сроку. На сегодня Хабиров отвечает вот этим ожиданиям? Пока ожидания есть. Политолог Владимир Савичев был в гостях нашего коллеги Азамата Саитова в авторской программе «Послесловие». Полная версия эфира на сайте эхо-mskуфа.ру, а также в наших социальных сетях в Фейсбуке и на странице в Ютубе. Ну что, вот такое мнение вы услышали, да, и сейчас мы хотим поставить вопрос на голосование. Это традиционный вопрос, который мы часто начинаем ставить в преддверии выборов, да. У нас сейчас позади 6 месяцев работы Радия Хабирова в должности в Рио, впереди почти 5 месяцев до выборов. С кандидатами, как известно, пока не особо понятно, да. То есть большинство партий, так называемых системных оппозиционеров, ждут официального объявления выборов в начале июня, но мы так или иначе пытаемся понять, кто же может в этих выборах поучаствовать. Поскольку до сих пор до конца не поняли, вопрос ставим следующим образом. Итак, друзья,
Если бы выборы главы региона проходили в ближайшее воскресенье, вы бы проголосовали «за». Если бы вы проголосовали за Радия Хабирова, голосуйте по номеру 262 72 47. Если вы не хотите голосовать за Радия Хабирова и не проголосовали бы в ближайшее воскресенье, выбрали бы кого-то другого, а кого мы пока не знаем, да? Возможно, вы бы хотели поставить галочку в графе «против всех», которой нет. Это все сюда. Это второй номер телефона 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, если бы выборы главы региона проходили бы в ближайшее воскресенье, вот уже 21 апреля, вы бы проголосовали за Радия Хабирова. Если именно так, то голосуйте по номеру 262 72 47. Если бы вы проголосовали за любого другого кандидата, возможно, был бы какой-то кандидат, который вам импонирует, да, возможно, вы бы проголосовали просто за кого-нибудь, да, как у нас бывает иногда в последнее время в России. Вот помним осенние выборы в некоторых регионах, вроде Приморья, Хабаровского края там, и так далее. То есть против Радия Хабирова 262 72 48. Ну, сюда же графа против всех, которые нет, сюда же испорченный бюллетень, вынесенный бюллетень. Короче говоря, протестное голосование. Ну а что там, когда выбирали президента Российской Федерации, Ксения Собчак, она же прям себя и позиционировала под второй вот эту вот, типа друзья, против всех, графы. тогда типа за меня, да, ну как бы выбор без выбора, грубо говоря. Давайте поактивнее поголосуем, посмотрим мнение наших слушателей. Я могу сказать, что очень активное голосование началось, и напомню, что за Радия Хабирова 262 72 47. И справедливости ради хочу отметить, что выводы делать окончательные рано по поводу его работы. Прошло полгода, но много попыток заявлено, да. Вот сегодня мы в прессе анонсировали, что все-таки Радий Хабиров не забыл тему общественного транспорта. Он ее начал с первых дней каким-то образом пытаться решить. Наблюдает за тем, что она до конца не решена, и, в общем, вопросы исполнителям задает. И, наверное, это позитив. И в этом смысле, ну, как говорится... Ну, причем задает в такой форме, в которой, ну... Так даже вот у читателей страшненько становится, когда он обращается к соответствующим людям с вопросом: а как там? С этим приложением по ямкам, по канавкам. Те, кто не смотрит оперативные совещания в интернете, а я напомню, они в прямой трансляции идут, это довольно интересно и даже захватывающе. Да, но мне кажется, как вот учитель в школе раньше отчитывал нас, он примерно так. Друзья, 262 72 47, если вы будете голосовать за Радия Хабирова, если бы выборы были в ближайшее воскресенье, и 262 72 48, вы будете голосовать за кого бы то ни было, но не за него. Очень активно проголосовали наши радиослушатели, и я должен сделать не перерыв, а стоп нажать. Итак, у нас результаты очень неожиданные для меня. 19% за Хабирова и 81% против. Да ладно. О как! И очень активно. Спасибо, мы уходим на перерыв, у нас новости. 7:30 в Москве. В студии Яков Широков. В эфире новости. Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Это случилось спустя 8 часов после того, как на крыше храма вспыхнул огонь. Сообщается, что открытого огня пожарные уже не наблюдают. Идет проливка конструкции. Здание серьезно пострадало. Практически полностью сгорела кровля, обрушился шпиль, но, по словам парижских властей, уцелела алтарная часть и крест. Удалось спасти ценности, предметы искусства. К борьбе с огнем были привлечены около 400 человек. Пока известно, что один пожарный получил тяжелые травмы во время тушения. В самом соборе Парижской Богоматери сгорела история Франции, считает президент республики Эммануэль Макрон. Он заверил, что удалось избежать самого худшего, собор смогли спасти, и пообещал, что исторический памятник будет восстановлен. Украинский суд выпустил из СИЗО депутата Верховной Рады Надежду Савченко. Ее, еще одного фигуранта дела, бывшего руководителя Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана, освободили из-под стражи в зале Броварского районного суда Киевской области. В ночь на вторник истек срок ареста, и продлен он не был, передает агентство «Интерфакс». Савченко подозревается в подготовке терактов в Киеве. Российские власти, по некоторым данным, собираются выдавать гражданство жителям востока Украины по упрощенной схеме. Соответствующий указ, как пишет газета «Коммерсант» РБК, Владимир Путин может подписать после второго тура выборов президента Украины. В этом случае жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут получать паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требований о проживании в России более 5 лет, отмечает РБК. Одним из условий станет сдача украинского паспорта. Как отмечает «Коммерсант», в российских регионах, граничащих с самопровозглашенными республиками, уже подготовлена необходимая инфраструктура.
Госдума должна рассмотреть сегодня в третьем окончательном чтении так называемый законопроект об изоляции Рунета. Авторами документа стали сенаторы единороссы Андрей Клишес и Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Документ требует создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в России. Критики законопроекта считают, что он только ухудшит качество связи в стране и может привести к серьезным сбоям. А Лондон письменно обещал Эквадору не выдавать Джулиана Ассанжа стране, где ему может грозить смертная казнь. Письма двух министров иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и его преемника Джереми Ханта президенту Эквадора Ленину Морено опубликовала газета «Гардиан». Основатель Викиликс несколько лет провел в посольстве этой латиноамериканской республики в Лондоне. На прошлой неделе Ассанжу было отказано в дальнейшем предоставлении убежища. Его арестовала британская полиция. В Москве сейчас 1 градус выше нуля, давление 756 миллиметров ртутного столба. Днем в городе ожидается переменная облачность без осадков, плюс 11-13. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. 16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. Eventology 2019. Конференция по событийному маркетингу и креативу. Ключевые профессионалы отрасли, резонансные кейсы, эффективные стратегии. 25 апреля. Краун Плаза Уфа Конгресс Отель. 246 46 52 246 73 74. 18+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Денис Ганиев. Здравствуйте. В Уфе вынесен приговор педофилу, 6 лет насиловавшему девочку. Как сообщает прокуратура республики, мужчина жил по соседству с пострадавшей. С 2006 по 2012 годы он совершал развратные действия, записывал их на камеру и выкладывал в интернет. У него нашли мобильный телефон, фотоаппарат и ноутбук, на котором хранились фотографии и видеозаписи преступлений. Кроме того, мужчина много раз совершал акты эксгибиционизма в отношении детей от 5 до 11 лет. Подсудимый не признал вину в совершении преступлений. Его приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лечением в амбулаторных условиях. Девочку, выбросившуюся из окна школы, выписывают из больницы. Врачи не разрешают ей ходить, обучение она продолжит на дому, сообщила председатель комиссии Общественной палаты республики Лида Исаргакова. 15 апреля Общественная палата выезжала в Нефтекамск для проверки, сообщает Башинформ. Напомню, вчера Исаргакова заявила, что у родителей девочки нет претензий к школе, а информация о травле ребенка не соответствует действительности. Ранее стало известно, что 12-летняя школьница выпрыгнула из окна 3-го этажа школы номер 13 Нефтекамска. Она была госпитализирована с переломом позвоночника. Как сообщал телеграм-канал МАШ, над девочкой несколько лет издевались одноклассники. В Уфе ночью случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефти». Сигнал был получен около 4 часов утра. Пожару был присвоен 2-й ранг. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что горит гудрон. Горение локализовали через 20 минут. Через полчаса пожар потушили полностью. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Уфе пасмурно, 4 градуса тепла. Днем до 9 градусов со знаком плюс. Преимущественно без осадков. Денис Ганиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем разворот на «Эхе Москвы» в Уфе. Сегодня в студии Денис Ганиев, Руслан Валиев, Никита Полянин за пультом звукорежиссера, и у нас в студии появился гость.
Да, мы здесь не одни. Я представляю нашего гостя, заместителя начальника отдела безопасности и защиты информации Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Наиля Габидуллина. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Наиль. Напомню нашим слушателям сразу номер для СМС-сообщений и сообщений в Телеграме, куда вы можете слать вопросы нашему гостю, тем более тема актуальна и касается очень многих, к сожалению, многих, да, в нашем городе. Да. +7 927 304 1051. При этом, пожалуйста, не забывайте подписываться, а также смотрите нашу программу в Фейсбуке и на Ютубе. А тема, связанная с Центробанком, это, конечно же, финансовые пирамиды на волне информации, да, на волне событий, которые произошли у нас вот совсем недавно с очередной финансовой пирамидой под названием Инвестсоцвклад. Хотелось бы эту тему более подробно обсудить. На ваш взгляд, почему такое до сих пор остается возможным? Да? Вроде 21 век, и финансовая пирамида давно всем понятна. Данная организация, она действовала в организационно-правовой форме, такой как потребительский кооператив. Закон, который регулирует их деятельность, он действует с 1992 года. Если говорить по терминами этого закона, да, то потребительский кооператив — это добровольное объединение граждан, которые объединены единой целью. Чаще всего эти кооперативы, они функционируют по территориальному принципу. Их деятельность должна осуществляться для торговой, заготовительной, иной производственной деятельности. Данный закон, он очень стыдливо обновляется, и вот, по всей видимости, мошенники нашли для себя такую нишу, значит, которая находится на грани между различными ведомствами, и стали действовать под такой именно личиной. Значит, сразу хотел бы сказать о том, что у нас на рынке есть много видов как кредитных, так и некредитных финансовых организаций. Значит, с 2013 года Банк России стал мегарегулятором, и под его надзор попали некредитные финансовые организации. Их достаточно большое количество, 18 примерно, значит, типов этих организаций, да? Среди них есть так называемые институты микрофинансирования, это кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы. И вот, по всей видимости, все это многообразие ввело пайщиков кооператива «Инвестсоцклад» в заблуждение, и они, ориентируясь вот на это многообразие названий, понесли свои деньги туда. Но, смотрите, конечно... я здесь хочу уточнить, да, вот с людьми разговаривал, в эфире одного из телеканалов присутствовал, там слушатели, точнее зрители звонили, и, насколько я понял, вкладчики этого кооператива вообще не заморачиваются, да, и не смотрели, кооператив это или что. Для них это был некий банк. Для них это был банк с высоким процентом отдачи. С высоким процентом, с застрахованными вкладами причем, да, они все как один говорят, мы подписывали договор страхования. То есть люди элементарно не могут отличить банк от не банка, да, в данном случае от потребительского кооператива. И возникает вопрос, вот почему на сегодняшний день это, я не знаю, остается возможным до сих пор. Вот люди не отличают эти вещи. Ну вот, на мой взгляд, конечно, основной ответ на этот вопрос, да, это невысокая финансовая грамотность у людей. То есть очень просто на самом деле определить легального участника рынка от нелегального участника рынка финансовых услуг. На сайте Банка России есть такая вкладка, которая называется «Проверить участника финансового рынка». Это сделать очень просто, то есть просто у себя даже в смартфоне можно набрать организацию, ее первые там буквы, в данном случае Социнвест, да, и можно будет убедиться, значит, что такое организация. Под этим контекстом у вас появится только организация Социнвестбанк, которая является легальной кредитной организацией. Никаких кооперативов там не будет. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки я тоже общался, я принимал участие в судах как по соцскладу, так и по инвестсоцскладу, да. Все-таки вы уже, наверное, говорите, Руслан, о самой одиозной публике, которая несет деньги, вообще не задумываясь ни о чем. К сожалению, да? В основном такие. Но вкладчики, они все-таки были несколько вдумчивыми, да. Они пытались анализировать как-то эту информацию, но все-таки они не доходили до самого конца. То есть они не определяли эту организацию. То есть они говорят, вкладчики, о том, что средства застрахованы, да, но нужно же идти дальше. То есть у нас закон есть федеральный, который действует уже достаточно длительное время, 177 ФЗ, так называемый. Он гарантирует средства граждан только в кредитных организациях. И по совпадению
которая на самом деле не случайно, да, эта организация, потребительский кооператив «Инвестсоцсклад», она тоже позиционировала эту же сумму 1 400 000 рублей. Конечно, это тоже вот повлияло на умы вкладчиков. То есть по закону страхуются деньги в размере 1 400 000, и кооператив тоже также об этом говорил. И этот кооператив также использовал логотип, который схож с логотипом агентства по страхованию вкладов, да, но единственная разница только заключалась в том, эта разница заключалась в том, что на логотипе у АСВ написано «вклады застрахованные», а здесь был термин «вложения застрахованные». То есть вот эти вот действия, наверное, тоже повлияли на принятие решений людей, да? Гражданами. А существуют ли меры воздействия вот на такие вот способы введения в заблуждение? Этот кооператив, то есть борьба с рекламой данного кооператива, она велась уже достаточно длительное время. То есть еще в 2016 или 2017 году тот же самый Социнвестбанк, он обращался в арбитражный суд Республики Башкортостан с иском о признании деятельности и рекламы данного кооператива, который на тот период времени назывался Социнвестсклад, о признании ее незаконной. И вот он победил в этом суде, то есть Социнвествкладу было запрещено использовать это наименование и цвета, которые сопоставимы с цветами Социнвестбанка, да, оранжевые и черные цвета. Но вся проблема в том, что контрольные надзорные органы, они действуют, вынуждены действовать в правовом поле, в рамках закона. А мошенники, которые на самом деле люди не глупые, у них руки развязаны, потому что надзор за их деятельностью, по сути, никто не ведет. Либо, как я уже сказал, он находится где-то на грани между ведомствами, да. То есть после того, как вот эта судебная история с Социнвестбанком, она стала подходить к логическому завершению, тут же в офисах Социнвестсклада там появился Соцвклад, организация. К организации Соцсклад стала предъявлять претензии прокуратура, потому что все, что касалось ранее Социнвестсклада, оно все повторилось в точности, и номера телефонов, и офис, и цвета, все осталось абсолютно то же самое, просто поменялась сама организация. Просудилась прокуратура с этой организацией, значит, ей также был, во-первых, был привлечен к административной ответственности председатель правления этого кооператива Митин, да, оштрафован он был, и затем уже были поданы прокуратурой иски о признании деятельности кооператива незаконной и распространении рекламы также незаконной. После того, как прошли эти суды, в офисах банка появился, значит, новый кооператив «Инвестсоцсклад». Этот последний кооператив, к счастью, профункционировал очень-очень недолго. В это же время, пока шли суды, организация работала? Да, работала. То есть люди несли туда деньги постоянно, да? Это вот тоже, опять-таки, есть выраженная особенность наших граждан, да, что на протяжении, то есть вся эта история длилась почти 3 года, на протяжении этого периода времени ни один гражданин не обратился в контрольные органы, и в том числе в Национальный банк, в Банк России, и не спросил, законно действует эта организация или нет. У нас вот нет ни одной жалобы ни от одного гражданина. Эти жалобы пошли только в тот момент, когда, значит, появились статьи в прессе. Да, появились статьи в прессе. На самом деле всю эту историю раскачали журналисты. Спасибо им за это. Иначе бы она могла функционировать еще там не 3, а 33 года. Потому что халява, может быть, пусть бы и функционировала, ведь люди успевали свои деньги получить. Пирамида, а люди зарабатывали, да? Но тогда количество жертв, оно бы увеличивалось. Согласен, это я так шучу. Слушайте, я вспоминаю вот этот кооператив «Восход», который в Нефтекамске громыхнул там лет 15 назад, и вот вся страна знала об этом. И что простых денег нет, да, и до сих пор люди уже вот сколько лет, и все никак не научатся. Абсолютно правы, Денис. То есть эта история, на самом деле, для нашего рынка, она тоже не новая. В середине 2000-х годов, а конкретнее в 2005 году, у нас функционировал такой кооператив, который назывался «Инвесткапитал Кредит», и у него были клоны «Инвесткапитал Плюс», там и так далее, несколько кооперативов было, да. То есть история абсолютно повторилась. Тогда судился с этим кооперативом «Инвесткапитал Банк», тоже легальный банк. И вот эту всю историю он прошел. В конце концов, году в 2009 где-то, значит, эта пирамида рухнула, и председатель этого правления был также привлечен к уголовной ответственности. Ущерб, конечно, тогда был пониже. Тот ущерб, который был идентифицирован правоохранительными органами, 200 там, с лишним миллионов рублей.
Вот. Кошмар. Скажите, на ваш взгляд, вот есть ли какой-то способ реальный, да, причем законный, вот на начальном этапе идентифицировать подобных участников так называемых рынка и все-таки помешать им развернуть Пресечь свою активную же деятельность? Ведь вот для нас с вами, да, наверное, не составит труда вот увидеть даже вывеску и понять, о чем речь, правильно? И мы, в принципе, увидев эту вывеску, понимаем, что пройдет год, а может меньше, и в конце концов появятся обманутые вкладчики. Но вот я, например, ничего сделать с этим не могу, кроме того, что высказать свое мнение. И то могут в суд подать, да, что я там что-то не то. Существует ли способ все-таки со стороны центрального ли банка, каких-либо других надзорных органов все-таки обезопасить людей, раз уж они у нас такие доверчивые? Ну, я вот пару раз говорил в диалоге, да, что мы, контрольные надзорные органы, вынуждены действовать в правовом поле. Мы не можем просто, как какой-то одиозный гражданин, значит, прийти и разбить стекла в этом офисе. А зачем разбить? Ну вот вы лично, вы увидели очередная пирамида. Вот вы можете пойти к себе на работу в офис и сказать: слушай, там, шеф там или еще кто, да, вот у нас тут пирамида наклевывается, давайте меры примем. Ну, во-первых, с первого же дня ее увидеть невозможно, да, такого кода АКВЭД, который бы назывался финансовая пирамида, его не существует, значит, и никто себя изначально так не заявляет. Максимум, на что они, мошенники, идут, это обозначает там у себя финансовое посредничество и так далее. А в одночасье сказать, когда организация начала действовать в течение недели, месяца, о том, что каковы ее истинные мотивы, значит, это невозможно. Во-вторых, контрольные надзорные органы повязаны тоже всевозможными нормами законодательства, которые запрещают им соваться, ну, так будем говорить, по простыми своему словами, желанию, да, да? По своему желанию, либо там эмоционально в какую-то организацию, потому что это считается препятствием развитию малого бизнеса. То, о чем говорит президент Российской Федерации, да, в частности. Да. То есть мы только значит, эмоционально не можем куда-то заходить. Должен пройти какой-то период времени, должна появиться какая-то история в отношении этой организации. Вот, например, налоговая может просто зайти туда только через год, что-то запросить, какие-то документы, провести камеральную проверку. Да? То есть должен пройти какой-то период времени. Основной, на мой взгляд, все-таки инструмент борьбы с такими организациями — это повышение финансовой грамотности. То есть любой гражданин у нас должен четко понимать, что вот почему-то граждане, когда покупают кусок мяса на рынке, да, они все равно ориентируются на цену, на среднюю цену, которая существует на рынке. Если мясо стоит 200 рублей, то никто не идет и не покупает кусок мяса за 100. Это вызывает некие подозрения. А здесь речь идет о сотнях, о миллионах рублей, и граждане почему-то более, значит, проще расстаются с этими деньгами. Перед тем, как совершить какую-то инвестиционную покупку, человек должен подумать, во-первых, вспомнить, сколько своих денег каким образом он заработал эти деньги, да, каким трудом ему достались 100-200 тысяч. Или там даже у нас, ну, есть вот в этой истории, значит, такие люди, которые продавали квартиры. Кошмар. И вкладывались в этот инвестсоцсклад. То есть они вот должны понять, сколько денег они потратили вот на это. Лет жизни, и такой же сопоставимый период они должны, ну, не меньшие затраты они должны потратить на то, чтобы совершить инвестиционное решение какое-то. Но вот вы уже не единожды сказали о повышении финансовой грамотности. Здесь, конечно, я с вами абсолютно согласен. А где это делать? В школе не учат, да? В техникумах, в университетах, ну, это на каких-то специализированных только факультетах и специальностях, да, экономистам и так далее. А как повысить, как понять и разобраться? Потому что я скажу честно, многие мои, ну не многие, некоторые мои знакомые вот с большим удовольствием вкладывают сначала, там 30 тысяч рублей положили, оп, забрали, смотри-ка, работает, а ну-ка еще. И в итоге, ну, мы знаем, чем это заканчивается. Ну, где-то в середине 2000-х годов, наверное, Национальный банк выступал с такой идеей, чтобы ввести в школах курс по финансовой грамотности. Ну, то есть то, чем мы можем внутри, значит, своего законодательства республиканского, чем мы можем распоряжаться, да. Но, к сожалению, значит, на тот момент это не получилось это сделать, но в настоящее время Банк России под эгидой Банк России такие курсы в школах, не говоря уж про вузы, они внедряются, да, то есть, ну, мне вот на самом деле, как человеку, который варится в этой кухне, непонятно, почему все-таки мы вот постоянно рассказываем про финансовую грамотность, да, у нас есть даже специальный сайт, созданный Банком России, Финкульт.Инфо, да, и почему все-таки считается, что
люди вот не внимают нашим увещеваниям. На самом деле, в общем-то, такие курсы, они постоянно проводятся. Есть даже республиканская программа. Вот смотрите, но начинать все-таки, ну, людям, возможно, скучно это смотреть. Им достаточно интереснее посмотреть какую-нибудь передачу по этому Днем, по Первому каналу, какой-нибудь сериальчик, да. То есть нет интереса у людей для того, это все-таки достаточно серьезная умственная нагрузка, чтобы понять, значит, куда нужно вкладывать деньги, а куда не нужно. Нужно каким-то образом себя пытаться заставлять, а вообще нужно начинать с каждого из нас. То есть, по сути, каждый человек, который более-менее разбирается в этих финансовых услугах, вот что вы, Денис, что вы, Руслан, да, вы должны, значит, всем своим близким, родственникам, значит, я вот обычно говорил соседям по лестничной площадке, но меня поправляли, говорили соседи, и не особо жалко, особенно тех, кто шумят, да. То есть должны рассказать о том, какие существуют на самом деле финансовые инструменты безрисковые. То есть, ну, по идее, должна быть такая цель, чтобы ваши близкие родственники не попадали в такие условия. Вот, к сожалению, у меня это не получилось, потому что, значит, несмотря на то, что я варюсь в этой кухне, у меня вот оказался один родственник, правда, не уфимский, из другого города, который тоже наступил на эти грабли. Да. Вот, кстати, тут еще вопрос приходит. Коммерческое партнерство, это что за форма такая? Тоже есть печальная история у слушателя. Ну, коммерческое... Это тоже типа кооператива? Смысл такой же? Нет, вот смотрите, значит, еще раз. Есть вот те организации, за которыми надзор осуществляет Банк России. Да, это в первую очередь кредитные организации, и у нас почти что 100%, наверное, кредитных организаций, а на рынке республиканском это 100% можно, ну нет, врать не буду, но почти что 100%, значит, их средства застрахованы системой страхования вкладов, то есть они застрахованы государством, да, до 1 400 000 рублей. Есть блок так называемых некредитных финансовых организаций, которые тоже являются финансовыми организациями и за которыми надзирает Банк России. Вот эти организации, о них можно говорить то, что, значит, о некоторой степени надежности, но опять-таки не о 100%. Да. Все возможные иные виды организационно-правовые формы — это очень серьезный вопрос для того, чтобы 100 раз подумать перед тем, как вложить туда денежные средства. Перечень финансовых организаций, он закрытый и он четко определен. Все, кто организационно-правовых форм, все, кто не входит в этот перечень, к ним относиться с тройной подозрительностью, в том числе вот в ту форму, про которую вы говорите. В последнее время участились разные способы мошенничеств с использованием, я не знаю, звонков по телефону, да, то есть людям поступают звонки, предложения разного рода. Тут как бы вот мы уже в одном из эфиров обсуждали, когда деньги уводят с карты, да, но я сейчас о другом, о предложении. Вот различные вот эти пирамиды финансовые, они могут первый контакт с человеком осуществить с помощью исходящего звонка и предложить высокую ставку. Вот здесь есть какие-то рекомендации, как поступить обычному человеку, той же бабушке, да, которой это предложение поступило по телефону? Что нужно сделать, чтобы тут же отсечь мошенника на этапе разговора? Ну, я бы поделил этот вопрос на две части. Во-первых, на рынке действительно много мошенничеств, которые осуществляется по телефонному звонку, и в посредстве первого же телефонного разговора злоумышленники действуют таким образом, возможно, где-то на нейролингвистическом уровне, да, что вы рассказываете им все свои данные с пластиковой карты, там, и в процессе этого же разговора у вас крадут ваши денежные средства. Да. Здесь мой совет все-таки не разговаривать вообще ни с кем по телефону по содержанию своих банковских операций, а поступить достаточно просто, перевернуть карту и перезвонить. Сейчас немножко не об этом. Да, я понял. Вот. Если же вернуться ко второй части этого вопроса, по предложению финансовых услуг по телефону, то алгоритм здесь точно такой же, как я его сказал. Вы должны четко понять, какая организация вам предоставляет эти услуги, посмотреть ее на сайте Банка России, и если вы ее видите в этом списке финансовых организаций, то можете задуматься о взаимодействии с ней. А если ее не видите, то это повод для... И потом, значит, есть еще один такой момент. То есть, если вы приходите в офис и идентифицируете эту организацию, информация о которой развешена на стенах этого офиса, это далеко не факт, что на самом деле эта организация здесь присутствует. У нас был такой случай в надзорной истории в 2014 году, когда у нас открылся новый бренд банковский в офисе в центре города, по сути.
Вот, и он стал тихонечко привлекать вкладчиков. Была реклама в газетах, была реклама в почтовых ящиках, значит, был яркий нарядный офис со всеми атрибутами, которые присущи финансовой организации. Но сработали, значит, органы, и этот офис просуществовал чуть больше недели, и деятельность его была прекращена. В итоге выяснилось, что этот московский банк не открывал офиса в городе Уфе, более того, его стратегия в принципе не предполагала, значит, межрегионального развития. То есть у них офисы были только в Уфе. Вот и на это тоже надо обращать внимание. То есть нужно зайти на сайт, не только убедиться в том, что эта организация существует, но и позвонить по телефону, который принадлежит этому, на сайте, который принадлежит этой организации, убедиться в том, что что этот офис существует у них. Да. Вот вы говорите, да, проверить организацию на сайте ЦБ. Наверное, я лично справлюсь, да, и большинство там, я не знаю, людей справится. Но найдутся те же самые пенсионеры, которые с интернетом в принципе не дружат. У них есть какой-то способ проверить организацию? Да, такой способ тоже есть. Мы, начиная с прошлого года, понятно, что в Уфе здесь информация которая направлена на повышение финансовой грамотности, побольше, чем в других городах нашей республики, да, то есть у нас были такие выездные совещания, которые мы проводили для администрации городов, средств массовой информации, куда приходили финансовые организации, простые жители могли прийти, мы проводили некий финликбез. И вот на этих финликбезах мы, в числе прочего, значит, давали свой номер телефона и интернет, почтовый ящик, да, куда можно направить ту информацию, интересующую вас информацию. Телефон этот достаточно простой, вот слушатели могут его записать. Давайте, 279 63 55. Если вот те действия, о которых я сказал, они не помогли, и вы не смогли найти эту организацию, пожалуйста, звоните по этому телефону, мы с удовольствием вас проконсультируем о том, является ли организация легальной, либо нелегальной. Еще раз повторю, 279 63 55. Отвечая на вопрос наших слушателей, которые в том числе звонили в редакцию и просили эту тему обсудить, вот этот номер телефона 279 63 55, вы можете заранее спрашивать все-таки, да, а что за организация предлагает вам услуги, и таким образом себя обезопасить от попадания в лапы мошенников. Ну а если вы вдруг дружите с интернетом, просто заходите на сайт Центробанка и во вкладке «Проверить участников финансового рынка», набираете контекст, первые несколько букв из наименования. У нас полминуты до конца. Сейчас есть на рынке какая-нибудь организация, которая подозрительно выглядит похожей на инвесторский вклад? К сожалению, есть. К сожалению, есть. Вот эти к сожалению, мы не можем озвучить. К сожалению, мы не можем эти названия озвучить. Я могу вам сказать кулуарно, озвучите без меня эту информацию. Но на самом деле я шучу, то есть это правовые риски. Но нужно присматриваться к тем организационно-правовым формам, которые не являются финансовыми организациями. Ну что ж, благодарим нашего гостя, заместителя начальника отдела безопасности и защиты информации Нацбанка по ОРБ, Банка России Наиля Габидуллина. И всем желаем хорошего дня. Спасибо. До свидания. Всем хорошего дня. До свидания. Спасибо.